2-3 недели почти в рейсе. Вот сейчас готовимся здесь. На паркинге стоим. Вот в Румынии после того, как пересекли границу, заехали на паркинг. Здесь паркинг такой. Можно оплатить с ДКВ картой. Очень такой хороший паркинг. Все условия есть. Душ, туалет, все есть. Магазин есть. Кафешка есть. Охраняемая зона. Здесь вон везде камеры. В общем, все приятно, все есть. Отдыхаем. Завтра утром будем выезжать в сторону Болгарии. По поводу этого паркинга, здесь можно оплатить с ДКВ картой. Вот эти вот расценки. Вот можете посмотреть. Здесь 48 часов, 24 часа и сколько это стоит. Но это цены в национальной валюте Румынии в леях. Вот это получается цены за наличными, это цены за ДКВ картой. И можно еще подключить сюда фриго, рефрижератор. Вот. Оплатить можно очень круто, это то, что с ДКВ картой. Вот мой напарник Азамат, друг, напарник, второй водитель. Иногда бывает первым. Сейчас воду набираем. Сегодня отдыхаем. И завтра с утра выезжаем в сторону Греции. Здесь такой хороший, очень хороший паркинг. Азамату понравилось, главное. Доброе утро всем. Сейчас 8 часов утра. Выехали. Погода не очень радует. И в общем, с утра прям такая проблема. Как границу проехали, мы оплатили за дороги Румынии. Оказывается, оператор неправильно понял. Хотели с 1 октября по 4 октября оплатить. Так я ему объяснил. А он взял и только за 4 октября оплатил. Так вот, я подумал, что можно будет при выезде оплатить за прошедших 3 дня. 1, 2, 3 число. Но оказывается, сегодня уже 3, оказывается, за 1, за 2 прошлым числом уже нельзя, оказывается, оплатить. Вот такая проблема получилась. И вот сейчас едем в сторону Болгарии. Что скажет на границе, пока неизвестно. Ну, доедем, там уже будем смотреть. Если придется штраф оплатить, то оплатим штраф. Погода здесь не очень. Вроде солнце, а там облака. И местность здесь реально как в Казахстане. Степи, степи, степи. Все равнины, луга, поля. Ну, дороги хоть нормальные. Самое главное. Дороги оставляют желать лучшего.
Заехали вот мы на границу Болгарии уже. Здесь вот колейка такая, ну, небольшая, где-то 500 метров. Дальше уже Болгария. София Шара, Болгария, Борбору. В общем, прошли греческую, болгарско-греческую границу или греческую. Все нормально, все, паспортный контроль, как положено. Все проверили, все прошли без проблем. Едем теперь дальше в Салоники. Какие документы нужны сюда? Паспорт с визой, если есть ВНЖ, с ВНЖ надо. Паспорт с ВНЖ и документы на машину. Всем салам еще раз. Сегодня уже 4 сентября, то есть октября. Вроде вот заехали в Грецию, все нормально. Есть небольшие нюансы. В Греции дорога оплачивается наличными, то есть по своей карте. Никакие ДКВ и другие карты от фирмы не действуют, только за наличные дороги. Вот. Ну, проехали 2 шлагбаума уже, где-то километров 50-60 проехали. Сейчас здесь не доехали, остановились на паркинге, так как в самом городе Салоники не было паркингов. Были, но там уже где-то в городе и чуть-чуть подороже. А на самой выгрузке там территория и закрытая, и туда бы не пустили бы. Приехали мы где-то в час ночи. Вот. Что хотел бы сказать про Болгарию. Да, в Болгарии есть действительно такие участки дорог, где нельзя ехать. И, видимо, из-за этого там моим коллегам лишили прав, потому что они проехали. То есть надо внимательно следить за знаками, чтобы не проехать этот знак. А кто проезжает, тот попадает полицейским, и у них, видимо, отбирают права на 1 месяц и штрафуют там, по 160 евро или сколько там евро. Вот. Сейчас пауза заканчивается уже. Сейчас выезжаем на выгрузку. Ну, мы опоздали немножко, на 3 часа где-то. Ну, это нормально. Потому что с такими дорогами, как в Болгарии, ехать 30, 40, 50, и я не знаю, любой человек может опоздать. И при том, что так диспетчера рассчитали дорогу. Вот. Остановились где-то в час ночи вот на таком паркинге. Здесь как бы кафе, ну, у дороги, территория не загорожена. Но, тем не менее, по отзывам других водителей написано, что безопасно и все нормально. Машину вроде обошли, все хорошо, никто ничего не трогал, солярка на месте. Здесь все закрыто, никто ничего не тронул. Вчера по этим болгарским дорогам убитым вот сломали крыло немножко. Ну, ничего страшного. Пока до базы доживет, еще поездить. Соляру проверили, у нас ничего не закрывается. Ну, вроде бы все на месте. Вот машина наша. Volvo 2016 года. Так, и топливо в РЭФе. У нас РЭФ, мы везем молочку с режимом. Осталось совсем немножко. Литров 30-20 где-то, не больше. Оказывается, мы вместе с 45-часовой паузой много истратили. Вот. Сейчас едем дальше. Дороги в Греции, я не знаю как, но как-то оплачивается кусками. Где-то 7 евро, где-то 3,5 евро.
где-то 4 евро. Вот. На границе проблем не было. Выгрузку уже в Салоники. Сейчас вот выгружает. Фирма называется Артима. Здесь это типа кондитерский цех, что ли. Сейчас выгрузят и будем отправлять отчет менеджеру, что выгрузили. И дальше посмотрим. Дадут задание следующее. Погода здесь тепло, где-то 23 градуса. Можно купаться даже, наверное. Вот. Ну, доехали благополучно, все хорошо. Дороги оплачивали, совсем небольшая сумма вышла. Где-то около 10 евро, да, от границы Болгарии до этого города. Всем доброе утро. У нас еще утро. В Кыргызстане уже день. И сейчас уже 10 часов 30 минут. Мы еще в Греции. Вот такой вот вид. Вчера купались возле этого города. Есть пляж, там купались. Вода очень горячая, молочко. Вот. Все хорошо у нас. Переночевали в таком вот парке. Все было тихо, мирно, никто не подходил, никакого криминала не было. Здесь фуры много особо и не стоят, оказывается, и машин там мало вообще, тишина. Вот. Это Ионическое море, просто куда дальше уходит уже в Адриатическое море. Есть задание, сейчас едем туда и оттуда уже грузимся и уезжаем в сторону Польши. Здесь какой-то городок прям на берегу. Вот такие дела. Ну, поехали мы дальше. Все еще впереди. Приехали вот на греческо-болгарскую границу. Сейчас будем проезжать по таможне или что здесь. Вот эта вот дорога, друзья, объездная на 79-й трассе в Болгарии, где обычно ребята попадают, проезжают под запрет, под знаком грузовым запрещено. И, видимо, из-за этого и у них забрали, оштрафовали и забрали водительское удостоверение. Оказывается, надо не через
по тому вот мосту Бирскому. Оказывается, вот по низу надо проезжать через это ущелье. Если вы проедете этот знак, который там нельзя проезжать, то все, короче. В общем, можете попрощаться на месяц с водительским удостоверением. Теперь вот ответ на то, что ребята почему лишились прав. Это вот из-за этого. Мини-отчет по поводу рейса в Грецию. Получается, проехали, заезжаем, значит, в Румынию. В Румынии также, когда заезжаешь в сторону Греции, то есть, когда едешь в сторону Греции, на границе таможники особо и так не напрягают. Ну, просят там на чай, на кофе. Но и это уже от вашего желания. Проблем не было на границе. Пропустили в Румынию, все проехали. Не так, как все ожидалось, что в Румынии говорят, там воруют, там все такое. Нету такого. Все тихо, мирно, там как бы гостеприимный народ. Потом мы пересекли границу Болгарии с Румынией. С Румынии в Болгарию пересекали, там тоже проблем не было особо. Там проверили быстренько документы, поставили свою пломбу, оформили, я не знаю, там что-то оформили, какие-то бумаги дали и сказали, как бы, типа, транзитом проезжать. После заезда в Болгарию сразу, там мы заезжали к границе, где город Видин. Там есть мост, обязательно оплачиваешь со своего кармана 37 евро за проезд через этот мост. Потом проезжаешь и оттуда уже попадаешь на 79-ю дорогу, трассу, Е79-ю дорогу. И вот получается, так, сейчас, проезжаешь на Е79-ю дорогу, попадаешь, и едешь по Е79 без проблем. Там много гор, много перевалов. Дороги не очень хорошие, сразу скажу. Едешь 60, 70, бывает и 50, 30. Все время ремонт дорог. Доезжаешь, получается, до Монтана. И оттуда никак нельзя ошибиться. То есть, и не надо заезжать на 81-ю дорогу. 81-я дорога не предназначена для... 81-я дорога не предназначена для грузовиков. Вот, поэтому надо проезжать там, получается, едешь, пересекаешь 81-ю, и по указателям надо ехать в сторону Ботевград. И вот, когда проезжаешь эту 81-ю дорогу, проехал, едешь, получается, без проблем, там, не знаю, не помню сколько километров, и когда ближе к Ботевграду уже подъезжаешь, это дорога пересекает 79-я с первой трассы. И вот когда там подъезжаешь, там обязательно нужно внимательно смотреть на знаки. Там есть знаки, вот эти желтые, типа ремонт дорог, и надо заезжать обязательно под знак, который говорится, который указывает дорогу для грузовиков. То есть, если там проехал случайно, попадаешь на такой высокий мост, и если на этот мост заезжаешь, то обязательно там стоят полицейские, забирают водительское удостоверение и штрафуют. Это получается как лишение. Оказывается, вот там и все проблемы. И после того, как на первую трассу выезжаешь, там уже едешь без проблем до греческой границы. Проезжаешь Софию и едешь дальше, уже в сторону Греции. Ну, на греческо-болгарской границе проблем особо не было. Тоже все там проверили, пломбу свою они сняли. Эти бумаги, которые оформляли, они себе забрали. И получается, если вот видно,
Вот так вот. Вот так вот эта вот дорога, это где вот чуть-чуть мутновато. Вот так вот проходит эта дорога. Через Ботевград обязательно. По 81-й дороге проезжать строго запрещено. Да, дают маршрут менеджера по 81-й дороге, но это уже это их ошибка, это их косяк. Если вдруг у вас водительские отберут, конечно, им все равно. Они просто вас подтянут, машину заберут и скажут: жди или там восстанавливай водительское удостоверение. А это минус для вас. И вот, заехали в Грецию. В Греции, получается, все время оплачиваешь дороги, там к шлагбауму подъезжаешь, обязательно оплачиваешь по своей банковской карте, где-то 1,5 евро, где-то евро. И вот так все время едешь. По приезду туда у нас насчиталось 12 или 13 чеков именно по оплате дорог. И также мы ехали я забыл, как город называется, мы доехали до Аримион, да, или ну вот в сторону Афин, в общем. После чего мы там загрузились, в Салониках выгрузились, из Салоников пустые поехали до города Аримион, или как-то так называется, забыл. По дороге искупались в Средиземном, в Ионическом море, там бухта есть. В общем, доехали, на следующий день мы загрузились и выехали обратно. Получается, выехали обратно и ехали также до Болгарии, также 12 чеков по 7 евро, 10 евро. Итого там вышло около 100 с чем-то евро. Итого около 100 с чем-то. И вот этот город, где мы были, загрузились грузом, это Агринион, город Агринион. Вот оттуда доехали и оттуда обратно поехали в Литву. Ехали обратно до Болгарии, также все дороги, все так же оплачиваются, те же суммы, просто одна сторона как бы умножается на две, и те же самые чеки. Заехали в Болгарию, тоже проблем особо не было. А обратно ехали по Болгарии, обратно ехали по 79-й до Ботевграда. В Ботевграде опять есть тот знак, его вообще невозможно не заметить, но если не заметишь, все, проблема будет, это обязательно. На этот большой мост нельзя заезжать. И оттуда уже по 79-й обратно в сторону Видина заезжаешь в Румынию. В Румынии чуть-чуть бывают проблемы, чуть-чуть задержки. Нас задержали, то есть они хотели снять деньги. Как бы чуть-чуть есть у них там коррупция типа этого. В общем, они задержали нас. И после того, как нас отпустили, мы заехали. Оставалось до 12 часов ночи, то есть до следующего календарного числа оставалось 1,5 часа. И мы решили там остановиться, потому что когда покупаешь румынскую виньету за дороги, то есть на сутки, на календарные сутки, это получается с 12 до следующего числа 12 часов 00. В общем, купили за ДКВ дорогу, она стоит 11 евро. Желательно покупать за ДКВ карту, а не за свои деньги. Купили дорогу, и она действовала до следующего дня, до 12 часов. Вот. И в общем, выехали мы, проехали обратно в сторону Венгрии. Не доезжая в Венгрии, опять остановились на паркинге там возле города Арат, возле Венгрии. Там мы переночевали и дальше поехали уже в сторону через Венгрию, через Словакию. Проехали там Словакию,
заехали в Польшу и оттуда дальше уже в сторону Литвы. Маршрут, то есть дорога заняла около 6 дней, то есть 2 дня туда, 2 дня там и 2 дня назад. По некоторым техническим причинам не смог заснять все на видео, так как время проходило очень быстро, мы быстро доехали, и не получилось попасть в такие места, где можно было все вот эти красоты впечатлить на камеру. Вот так вот прошел наша поездка в Грецию. Вот. И как обещал, вот снял все, ну как бы, что смог снять, а что не смог, я объяснил. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки.